Аль-Балуи Басам Фатхи. Добрый день, дорогие друзья. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Очень трудно говорить, когда ты не можешь связаться со своими родными, когда ты не знаешь, твоя мама жива или сейчас ее убили израильские бомбы. Находясь у вас здесь сегодня 9-й день, как более 40 мои родные находятся под своим домом, который разбомбили, ничем их не тащит. Больше 40 человек они собрались в одном доме, и дети, женщины в основном. И лопатой не вытащишь, не снимешь этот дом. То, что происходит сегодня на Святой Земле, как сказали выступающие передо мной коллеги, друзья и братья, это борьба между добром и злом. Как может твоя рука подняться на ребенка, на этих детей? Ведь ребенок — это цветок, который вот, когда цветок растет, ты же хочешь его беречь, хочешь водой поливать, поддержать, чтобы вырос. А истреблять, уничтожать людей, которые не могут себя защитить, разрушать школы, разрушать больницы, школы, где там люди прятались, их дома были разрушены, приютили себя в школах, и там их говорят. Спрашивается, за что? Если сейчас мне приносит радость то, что я убью ребенка или отниму его родителей, отниму его игрушку, его жизнь, как может это мне принести радость? К великому сожалению, те, кто говорил, что когда-то их кто-то мучил, ставил в печке, сегодня они превратили целого народа в печку, уничтожают без печи. И когда ты разрушаешь дом, больше 300 мечетов в Палестине разрушено сейчас, разбомблены. Мечети, третья церковь в мире, древнейшая церковь в Газе разбомбили вместе с христианами и мусульманами, которые там нашли приют после того, как разбомбили их дома. За что? За что? Вы понимаете, когда человек позволяет себя руку поднять на беспомощное, это уже не человек. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда-то встал в мечеть и сказал: «Валлахи ла ю'мин, валлахи ла ю'мин, валлахи ла ю'мин, ман бата шаб'ан ва джараху джа'a». Клянусь, Аллах, не верующий в Бога, не верующий в Бога, не верующий в Бога, тот человек, который спит сытым, а его сосед голодный. Вот как он призывает быть дружелюбным, заботиться о соседе, заботиться о людей, которые вокруг тебя. Палестина — сердце мира. Эти картины, которые видите сегодня, изображают и христианство, и ислам, и жизни. Россия и Палестина связывают многовековые дружеские отношения. Более 1000 лет. Более 1100 лет, когда еще с города Булгар пришел ислам, и первая кибла — мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. А христианство, когда приняла Российская империя более 1000 лет назад, и стала официальная государственная религия. Школы, которые построены, больницы, которые построены, императорское православное палестинское общество, которое более 141 год трудилось над тем, чтобы эти связи укреплять. Школа в город Бет-Лахья, которая должна была подписать соглашение с вашей школой, и директор этой школы, есть картины этих детишки. К великому сожалению, досрочно в Палестине
Закончился учебный год тем, что в Израиле было 2500 учеников и около 100 учителей. И в школах, и в зданиях сейчас десятки тысяч находятся, которые вытащить невозможно, их трудно что похоронить. И спрашивается, за что? Много вопросов, но мы верим, что справедливость победит. Потому что если не будет справедливости, то наш мир превратится в дикий мир, невыносимый мир, в котором не хочется, чтобы наши дети, и внуки, и правнуки жили. Наша цель государства Россия, Российская Федерация, сохранить жизнь на земле, сохранить мир, поддержать людей. И мы полностью согласны с политикой государства Россия. То, что ведет сейчас Россия, то, что ведет Палестина, это для палестинцев. Они должны иметь право вернуться, жить у себя дома. А все, что хотят люди в секторе Газа, вы знаете, что хотят? Вернуться домой. Вы все сегодня, после этого мероприятия, все уйдете домой. А в секторе Газа 2,5 миллиона почти, которых выгнали в 1948 году, в том числе моя мама, и не разрешают им возвращаться домой. У них ключи от своих домов, у них документы из Хайфа, из Яфа, из Алеппо, из Акка, из Табария, из Тель-Авива. Их не разрешают. Как они поступят, хотим домой, их убивают. И сейчас они приравнивают с землей город Газа вместе с жильцами, вместе с документами и ключи от своих домов. И они думают, что таким образом решится проблема, и не будут требовать, чтобы их вернули домой. Посмотрите, какая это трагедия. Представьте себе, что ваша мама или ваш ребенок находится, не дай Бог, в такой ситуации, вот такая несправедливость. Приезжая из более 110 государств мира в Палестину, имея гражданство Польши, Украины, Венгрия, Франция, Италия, Англия, имея там дом, имея там свои имущества, приезжают в Палестину, отнимают у палестинского народа свои дома, свою землю и живут вместо них. И выгоняют, и говорят, это Бог нам подарил. Мы избраны Богом. Дорогие друзья, мы за мир, за дружбу, за единство, за согласие. В таком светлом дне в России, День единства и согласия, я молюсь Бога об одном, чтобы подарил моего многострадального народа Палестина мир. Мир. И позволил этим людям несчастным. Моя мама с 14 лет ждет возвращения домой. А сейчас она ушла из дома почти месяц назад. Я не знаю, где она. Вместе с моим братом, моя сестра, мои племянники. Там нет места, чтобы они могли. И не знаю, они живы или уже их нет. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что никогда никто не сможет построить счастье свое на несчастье других людей. Надо нам всем всегда быть едиными и делать все для того, чтобы никогда не случилось то, что сегодня происходит на территории Палестины с коренными жителями Палестины и хозяева Палестины. Я очень люблю Чувашию, очень люблю Россию. Я породнился с Россией. Я очень хочу, чтобы когда-нибудь Палестина и Россия стали союзниками, стали одно государство. Я обращался к господину Степашину еще в прошлом году на 140-летие. И в этом году тоже напомнили ему 28 сентября на международная конференция в Москве о том, что очень хочу, потому что мы все палестинцы очень любим Россию и считаем ее нашей братьей и наш надежный Бог. С праздником вас всех, дорогие друзья, поздравляю. У меня здесь благодарственные письма, потом я раздам для всех, кто принимает участие. Кто не заявлен был и принимает участие, получит потом обязательно. Все получат благодарные письма в связи с этим сегодня мероприятием. Так что здоровья вам, счастья, благополучия. Я вас всех очень
очень люблю. Спасибо.